Прокуратура выявила нарушения в эксплуатации очистных сооружений в аэропорту Владикавказ. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Генриетта Албекова и коротко о главных темах выпуска. После произведения удержаний оставшаяся у работника сумма денежных средств оказывается ниже прожиточного минимума. Правила взыскания долгов с граждан пересмотрят. Теперь будут следить за тем, чтобы сумма остатка не была меньше прожиточного минимума. Вопрос обсудили на заседании Совета парламента. Открывает для нас уникальные возможности по созданию здесь лаборатории мирового уровня. Внести свой вклад в раскрытие загадок Вселенной смогут и осетинские ученые. В СОГУ осваивают новый аппарат, данные из которого поступят в Объединенный институт ядерных исследований. Там строят сверхпроводящий коллайдер НИКа, который запустят через 2 года. Привет, мы в прямом эфире Владикавказ онлайн. Меня зовут Регина Кумаритова. Всем отличного дня. Сегодня Всемирный день радио. Праздник относительно молодой. Его утвердили в 2011 году. Как его отмечают в Северной Осетии, расскажем в выпуске. Программу социально-экономического развития Моздокского района до 2022 года разработают до 1 марта. Такое поручение дал Вячеслав Битаров Минэкономразвитию и муниципальным образованием Моздокского района на совещании. В программе должны быть отражены проблемы населенных пунктов района. Причем согласовать документ необходимо с каждым главой сельского поселения. Ежемесячно на выездных совещаниях будут говорить о проделанной работе. Говорили о работе организаций, которые отвечают за поставку электроэнергии и газа. Местные власти направили всю необходимую документацию для участия в федеральном конкурсе малых городов. Победители получат субсидии на благоустройство парковых зон. Вячеслав Битаров поручил держать вопрос на постоянном контроле. По его словам, нужно в полной мере использовать все возможности для благоустройства городского парка. Разработали проектно-сметную документацию по капремонту Дома культуры в селении Кизляр. И задача Министерства культуры в том, чтобы учреждение вошло в федеральную целевую программу. В селении Притерещином планируется возвести пристройку к средней школе. Сметная стоимость около 10 миллионов рублей. Из них 5 миллионов предусмотрят в рамках республиканской инвестиционной программы. Остальные 5 выделит районная администрация. А в станице Черноярской построят школы. Работу начнут в следующем году. Серьезные коррективы поручил внести в работу Моздокской районной больницы Вячеслав Битаров. Он отметил, что качество лечебного процесса и работа медперсонала вызывает нарекания местных жителей. Кроме того, глава поручил до 17 февраля представить предложение по эффективной реализации программы «Земский доктор». Также в Моздоке Вячеслав Битаров провел прием граждан. Со своими проблемами к главе обратились 8 человек. Вопросы касались благоустройства парковых зон и дорог, и качественной медпомощи семьям с тяжелой жизненной ситуацией. В следующем году Кизляр отмечает 270-летие со дня основания. Силами сельчан 5 лет назад был заложен парк к 70-летию Победы и высажено 1000 деревьев. Теперь необходимо установить детские и спортивные площадки, заасфальтировать дорожки. С просьбой помочь главе обратились председатель общественного совета предпринимателей администрации сельского поселения Руслан Халилюлин. Вячеслав Битаров поручил подготовить смету на благоустройство парка и включить проект в одну из целевых программ по линии Минсельхоза России. Говорили о благоустройстве сквера на улице Гагарина в Моздоке. Жители микрорайона жаловались на отсутствие мест для прогулок и игр детей. Решить вопрос планируется в следующем году за счет федеральной программы реформирования комфортной городской среды. А представитель домового комитета Рузанна Григорянц рассказала о необходимости благоустройства центрального пешеходного тротуара на улице Гагарина и прилегающей автомобильной дороги. Глава заверил, что вопрос решат за счет средств дорожного фонда в следующем году. Были удовлетворены и частные просьбы об оказании высокотехнологичной медицинской помощи больным, семьи которых оказались в тяжелой жизненной ситуации. Соответствующие поручения даны Министерством здравоохранения, а также труда и соцразвития республики.
О взыскании долгов с граждан и выплатах молодым мамам говорили сегодня на заседании Совета парламента. В основном рассмотрели вопросы, касающиеся социальной сферы, а также говорили о мерах поддержки предпринимателей. Обо всем подробнее расскажет Галина Григорян. Один из вопросов, которые обсуждали на заседании Совета парламента – правила взыскания долгов с граждан. Их пересмотрят. Об этом заявила депутат парламента Лариса Ревазова. Она отметила, что раньше с должника могли взимать не более половины ежемесячного дохода. При этом сумму остатка не учитывали, а она могла быть даже ниже прожиточного минимума. А это недопустимо. По словам парламентариев, такая мера необходима. Совет парламента инициативу поддержал. После произведения удержаний оставшаяся у работника сумма денежных средств оказывается ниже прожиточного минимума, что не позволяет ему, членов его семьи, удовлетворить даже базовые потребности. Недопустимость такого положения неоднократно отмечал Конституционный суд Российской Федерации. Данным проектом закона предусматривается установление дополнительного ограничения при обращении взыскания на заработную плату, согласно которому размер денежных средств, получаемых работнику после удержания, должен составлять не менее установленной в субъекте Российской Федерации величины прожиточного минимума. Кроме того, Лариса Ревазова предложила внести поправки в статью об обязательном социальном страховании молодых мам и беременных женщин. Если они вступят в силу, то эта категория граждан сможет получать ежемесячные пособия, равные минимальному размеру труда в каждом регионе. Говорили парламентарии об экспертизе учебников образовательных программ. Включаются в образовательные организации в рабочие программы дисциплин по результатам экспертизы. Критерии и порядок проведения экспертизы утверждаются правительством Российской Федерации. В настоящее время экспертизу проходят школьные учебники и учебные пособия, учебники по изучению основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации для получения высшего образования в области теологии. Депутаты говорили о недавнем выступлении руководителя движения «Вся Осетия» Вячеслава Лакуева. Его слова на слушаниях законопроекта о поправках к Конституции России в Москве активно обсуждала общественность. Председатель парламента Северной Осетии Алексей Мачнев выразил свое мнение. Выступление свое Лакуев Вячеслав Магомедович сказал о том, что и призвал всех жить по российским законам. Не более того, не переступил грань никакую, не нарушил никакие общепринятые нормы, морали и так далее. Общественное движение «Наша Осетия» создано не только при его непосредственном участии, а конкретно благодаря его усилиям, в которые входят более 30 национально-культурных общественных организаций. Это и грузинская, и армянская, и ингушская даймох, и русская, и немецкая. Общества эти, насколько мы видим, знаем, также самое работают на консолидацию, на спокойствие. Прежде всего в Республике Северная Осетия, Алания. Обсудили другие важные вопросы, например, дополнительные меры поддержки предпринимателей. Говорили о необходимом повышении качества отдыха и оздоровления детей Северной Осетии. Галина Григорян, Алан Суанов. Новости Осетии. В общественном транспорте могут появиться кассовые аппараты. Об этом заявил руководитель управления Ространснадзора по СКФУ Дмитрий Кравцов на заседании в Республиканском министерстве промышленности и транспорта. Участие в нем приняли представители парламента республики, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и бизнес-сообществ, которые осуществляют пассажирские перевозки. По словам Дмитрия Кравцова, такая форма оплаты будет удобна для пассажиров и самих водителей. Правда, с этим мнением согласились не все представители транспортных компаний. Вопрос вызвал дискуссии. Кроме того, говорили о затруднениях в обслуживании транспорта, а также обсудили мероприятия по профилактике нарушений и применяемые санкции. На заседании подвели итоги работы за прошедший год и наметили планы на этот. Прошла дискуссия, которая позволила сделать выводы о том, что мы действуем в правильном направлении, о том, что мы видим и слышим бизнес-сообщество, примем во внимание их просьбы и где-то, может быть, даже какими-то совместными рабочими группами уже и с законодательной властью, и с исполнительной создадим какую-то площадку, чтобы эти вопросы можно было решать более оперативно и вот как бы с привлечением именно бизнес-сообщества.
Нарушения при эксплуатации очистных сооружений в аэропорту Владикавказ выявила Владикавказская транспортная прокуратура после проверки. Речь идет о сбросах сточных вод в поверхностные воды Зильгинского магистрального канала. Исходя из документа, выяснилось, что международный аэропорт не имел соответствующего решения органа госвласти о предоставлении водного объекта в пользование. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в конце прошлого года очистные сооружения были переданы в аренду Владикавказскому аэропорту. Качество очищенной воды, сбрасываемой в Зильгинский магистральный канал, полностью соответствует высоким требованиям, предъявляемым к водным объектам рыбохозяйственного значения, и не наносят никакого ущерба окружающей среде. В настоящее время локальные очистные сооружения работают в штатном режиме. Параллельно идет получение разрешений органов государственной власти о предоставлении водного объекта в пользование. В Северную Осетию приехали специалисты Объединенного института ядерных исследований. Причина важная – помощь коллегам. В прошлом году сотрудники физико-технического факультета СОГУ выиграли мегагрант – 60 миллионов рублей. На эти средства они смогли закупить оборудование. Оно поможет все данные, которые разрабатывают наши ученые, направлять прямиком в Институт ядерных исследований. Подробнее о тонкостях работы и важных научных процессах в материале моих коллег. Заур Бекузаров может собрать и разобрать дрон закрытыми глазами, знает, что нужно сделать, чтобы аппарат летал в любую погоду и от чего зависит высота полета. Если в школьные годы для него это было просто увлечение, то сейчас молодой человек занимается разработкой аппарата, который, возможно, сможет заменить самолет. Конвертоплан. Его отличие от самолета заключается в том, что вместо подъемной силы крыла он использует подъемную силу пропеллера, в данном случае, как на картинке, реактивных двигателей. Я занимаюсь разработкой именно этого типа летательных аппаратов. Я считаю, что это гораздо более выгодное и продвинутое средство транспорта и перевозки пассажиров, чем самолет или вертолет. Он сочетает в себе плюсы обеих этих летательных аппаратов, но при этом не содержит в себе их недостатки. Планы большие, только реализовать их оказалось не так просто. Оборудования для расчетов, моделирования деталей аппарата и тестирования не было. Только в прошлом году сотрудники физико-технического факультета СОГУ выиграли мегагрант и смогли закупить оборудование, а именно кластер, который поможет обрабатывать большие объемы данных. Специалисты Объединенного института ядерных исследований прибыли в Северную Осетию специально, чтобы установить аппарат и помочь ученым разобраться с ним. В Объединенном институте ядерных исследований реализуется эксперимент Николь, в рамках которого будет запущен коллайдер, с которого пойдет большой поток данных. Этот кластер может быть частью этой большой инфраструктуры, на которой будут запускаться задачи по обработке этих данных, получению результатов. А если проще, то все данные, которые наши ученые разрабатывают на новом аппарате, будут поступать прямиком сюда, в Объединенный институт ядерных исследований, где строят сверхпроводящий коллайдер Ника. Его запустят через 2 года, и лучшие физики России и мира будут работать над поиском ядерной материи. Внести свой вклад в раскрытие загадок Вселенной теперь смогут и осетинские ученые. Открывает для нас уникальные возможности по созданию здесь лаборатории мирового уровня под руководством американского ученого Франциско Заера, который в 2020 году должен будет нас посетить в рамках мегагранта, и с которым студенты также будут иметь возможность поработать наряду с крупными мировыми учеными, решать очень серьезные, интересные, амбициозные задачи, вплоть до таких, как поиск темной материи, изучение кварк-глионной плазмы и стандартной модели Вселенной. Сейчас в СОГУ обучаются работе на новом оборудовании, аналогов которому на всем Северном Кавказе пока нет. Галина Григорян, Заур Кудзаев, Новости Осетии. Наиболее оживленные перекрестки и пешеходные переходы в центре внимания сотрудников ГИБДД. В республике проходит профилактическое мероприятие «Безопасная пешеходная зона». Особое внимание обращают на пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте, и на водителей, которые не уступают дорогу. Главная цель – усилить работу по предупреждению ДТП с участием пешеходов. Госавтоинспекция республики напоминает, преодолеть проезжую часть необходимо только на пешеходном переходе.
а в темное время суток со светоотражающими элементами. Автовладельцы должны помнить, что за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрен административный штраф от 1500 до 2500 рублей. Профилактические мероприятия продлятся до 14 февраля. Сегодня Всемирный день радио. Праздник относительно молодой, его утвердили в 2011 году на Генеральной конференции ЮНЕСКО. В Северной Осетии порядка 20 радиостанций, и у каждой свои радиослушатели. Подробнее обо всем расскажет мой коллега Хетак Плиев. Многомиллионная сеть охватывает практически всю Землю. С развитием техники теперь можно подключиться к любой волне и слушать музыку по вкусу. Кому-то подходят индийские мотивы, кому-то китайские. Радио слушают и любят давно. О нем говорили и в известных кинолентах. Ты не сможешь ее спасти, Лучше не трогай мое радио. Главное преимущество радио в том, что оно доступно буквально везде, где есть приемник. Ты просто нажимаешь кнопку play и становишься одним из слушателей. В прямом эфире Владикавказ онлайн. Меня зовут Регина Кумаритова. Всем отличного дня. Радиостанцию Европа Плюс в Северной Осетии и не только тоже слушает уже 2 десятилетия. В эфире одна из бессменных ведущих Регина Кумаритова. Вот уже 19 лет она на одной волне со слушателем. Несмотря на опыт, волнение иной раз бывает. Первую пробу на радио вспоминать с улыбкой. Дала себе такое обещание, что я все равно попаду на радио. Потом у нас открылось радио МСС. Я позвонила туда с таким наивным вопросом, а не нужны ли вам ведущие? На что я услышала в трубке такой вот, ну не то чтобы смех, я услышала, что человек улыбнулся и спросил меня, а что вы умеете? Я сказала, а что нужно? Я умею все. В Кавказе ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшие осадки. Еще один голос, который тоже знают в Северной Осетии. Элиза Багаева на радио уже 13 лет. Сейчас руководит Владикавказской службой новостей. На вопрос, становится ли у людей интерес к радио меньше, Элиза однозначного ответа дать не может. Для этого нужно проводить опросы. Но уверена в одном. Даже с учетом того, что есть интернет и смартфоны, радио все же занимает особое место в жизни слушателей. Конечно, что-то меняется. Люди изучают какие-то новые способы коммуникации, новые способы получения информации. Это нормально. Но радио как таковое, оно еще будет, я думаю, длительное время существовать, потому что у нас есть преимущество. Для того, чтобы слушать радио, не нужно брать какое-то устройство в руки, допустим, сосредоточить свое внимание на него. Если и есть какие-то изменения на радио, то связаны они лишь с рекламой. Сейчас предприниматели чаще размещают ее в интернете. Мы уверены, что это временный эффект, потому что можно сделать в интернете? Отключить рекламный баннер. Ну, конечно, радио тоже можно отключить, но оно не так не напрягает. Все-таки визуальная информация, она сильнее напрягает мозг, чем слуховая. Вот, поэтому я думаю, что это все-таки временное явление. Сейчас в республике вещает порядка 20 радиостанций, у каждой своя аудитория. Слушателям стараются угодить хорошей музыкой и интересными новостями. Все для того, чтобы держать слушателя в курсе последних событий и дарить им хорошее настроение. Хетак Плиев, Александр Каджаев, Новости Осетии. На этом у меня вся информация. Эфир продолжат мои коллеги из осетинской редакции. Я передаю слово Сабине Пелиевой. Генриетта Дейжархор жахым хабартадарса тышты. Молодежка ОНФ фонкта заучикава районты шывартой анакауга батарейка такадамы парой ахам шармагун дурната. Шывалатты хазар хурыты нукомыл ганинакта так космос мафахаш так дарышты кудвый бажон заштут гацулфаштадар ныртавал рекламу.